2 месяца подряд в Камрате проводили мониторинг работы СМИ, функционирующих на территории автономии. Цель его – оценить соблюдение в средствах массовой информации прав граждан к доступу новостного и иного необходимого значимого материала, соблюдение прав лиц с ограниченными возможностями, с ограничением зрения и слуха, гендерного равенства. Также был проведен опрос, на каком языке граждане, проживающие в Гагаузии, предпочли бы получать информацию. Несмотря на то, что более 56% по переписи населения здесь разговаривает в регионе в Гагаузии на гагаузском языке, более 90% на русском информация. То есть на гагаузском новости меньше. Почти везде, и на телевидении, и веб-сайт, и в газете. Газета «Гагаузские вести Гагаузии», за 2 месяца только один материал был полностью на гагаузском языке. На телевидении новости меньше, есть передачи, которые на гагаузском языке, мы ознакомились, и на ГРТ есть, и на ТВ мы смотрели отдельные передачи, особенно нам понравилась детская передача там с куклами, очень доступная на АТВ, на этом частном телевидении. На сайтах тоже в основном на русском языке. Директор телекомпании АТВ города Камрат Елизавета Ротарь отметила, что такое исследование для СМИ проведено в Гагаузии впервые. Этот мониторинг поможет руководителям СМИ проанализировать свою работу, улучшить ее, особенно в тех направлениях, где, согласно предоставленным данным, есть недоработки. Мы много работаем, но вот интересно посмотреть анализ со стороны. То есть мы никогда не имеем возможности проанализировать нашу работу. Сегодня мне было очень интересно посмотреть и послушать, сколько процентов там женщин присутствует у нас же на телевидении, сколько процентов мужчин. Этот анализ поможет нам писать какие-то проекты, улучшить нашу работу на телевидении. Еще приятно было увидеть небольшую рекламу про нашу детскую гагаузскую передачу, потому что, честно говоря, мы совсем недавно закончили работу над этим проектом. Сами рекламировать еще не успели. Вот первая реклама была у вас на телевидении. Ну, в принципе, мы стараемся работать, делать больше передач на гагаузском языке, но вы сами вот увидели, что у нас русскоязычный регион, и нам приходится больше работать на русском языке. В продолжении мониторинга телекомпании АТВ эксперты отметили, что в информационных блоках новостей телеканал соблюдает все требования Координационного совета, а вот по гендерному равенству преобладают все же мужчины. Но объясняется это тем, что в руководстве Гагаузии больше мужчин, чем женщин. На местном телевидении АТВ стопроцентное соблюдение титров, стопроцентное соблюдение знака, что это передача с титрованием для неслышащих, невидящих. Если взять в разрезе гендерном, то, к сожалению, мужчины преобладают. Не так давно подобный мониторинг и подобный круглый стол был проведен в нашем районе, поэтому я невольно сравнивала информацию, данные, которые сегодня были представлены. В чем-то я видела, что мы где-то идем почти нога в ногу с Камратом, в чем-то у нас ситуация лучше, в чем-то хуже. Ну, к примеру, что касается гендерного равенства, то в Басарабяске все-таки оно в большей мере соблюдается, чем в Гагаузии, это я хочу отметить. И по языковому равенству тоже. Все-таки у нас, конечно, на русском языке информации больше, но и на румынском она предоставляется. Я рада за своих коллег, прежде всего за телеканал АТВ, потому что мы члены одной сети, мы все вместе работаем в составе канал «Регионал», и поэтому, наверное, у нас и показатели немного лучше, чем на чисто каких-то гагаузских сайтах или порталах. В ходе круглого стола обсуждали вопрос сотрудничества местной публичной власти со средством массовой информации. Примар муниципия Камрат Сергей Анастасов отметил, что примария Камрата сотрудничает со всеми СМИ одинаково. Если не политизировать и не включаться в политику, в основном освещается все события открыто. Одно предложение только есть мне к средствам массовой информации, чтобы больше основывались на цифрах и конкретно ставили любого политика, в том числе и меня, или кого угодно, но все должно
такими вот выражениями основываться на цифрах. Отметим, согласно мониторингу в Гагаузии, несмотря на то, что в основном живет население гагаузской национальности, общаться люди предпочитают все же на русском языке, и информацию предпочитают получать тоже на русском. Исследование местных СМИ и сайтов администрации проводится неправительственной организацией «Проспект» из города Чемишлия и финансируется Freedom House. Такой же мониторинг уже проводился в районе Бессарабяска. Такая же работа будет проделана в Тараклии и завершится мониторинг СМИ в Чемишлийском районе.